На прошлой неделе премьер-министр Абхазии Владимир Делба совершил рабочую поездку в Галский район, в частности, на головное водохранилище в селе Речь. Именно оттуда в город Гал поступает основная часть питьевой воды. Целью поездки был осмотр объекта и оценка его состояния. Насколько водохранилище и его инфраструктура нуждаются в обновлении? Какая работа ведется по модернизации всей водопроводной сети в районе? Узнаем у Константина Пилия, главы администрации Галского района. Сегодня он в нашей студии. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Здравствуйте. Итак, Владимир Делба посетил ваш район, вы его сопровождали и как раз поехали вот на это водохранилище в село Речь. Расскажите, пожалуйста, об этой поездке, что вы осматривали и какие особо, скажем так, тонкие места вы выявили? Да, спасибо. Да, это очень актуальный вопрос, тем более для района. Хотел в первую очередь поблагодарить президента и премьер-министра за оперативное такое вмешательство в наши проблемы. Эту проблему озвучил вот так на высокой площадке впервые. Все 5 лет Гальский район сам пытался как-то помогать себе, чтобы обеспечить людей водой. Но проблемы тяжелые, и мы сами не справимся. Я это озвучил на совещании у президента. Президент там же дал поручение премьер-министру. Буквально на следующий день премьер-министр подготовил поездку. Мы его встретили, поднялись на... Это в горах находится этот водозабор. Он скапливает воду, то, что собирается вот на наших горах наверху, и потом каплаж так устроен. И собирается все. Но оно в довольно-таки в плачевном состоянии. Более того, у нас все сети разбитые, там 12 километров сетей. Они, наверное, в местах 40 они пробиты. Но когда хотя бы каплаж полный, даже с теми потерями воды, нам хватало. Но сейчас сам водозабор у нас треснул, он разбитый, в тяжелом состоянии. Потом была вот такая поездка. Мы подняли в село Речь, там предварительно было очищено все, чтобы можно было провести все работы по наблюдению, по выявлению дефектов. И вот такая поездка была обусловлена. Были приглашены и специальная служба. У Ингургеса есть специальная водолазная служба для аналогичных работ на диверсионном канале. Вот была приглашена вот эта служба, они нам помогают очень часто. И предварительные были работы тоже проведены. Сейчас, на данный момент, прямо сейчас готовится дефектный акт. Буквально вчера водолазы туда ныряли, производили съемку, технический осмотр, и сейчас готовим дефектный акт. Надеюсь, нам правительство изыщет средства, хотя бы, чтобы запас воды был. Все остальное — это сетевые проблемы, конечно, большие. Будем решать поэтапно. А скажите, если говорить о состоянии, вот сейчас дно вы очищаете, какие-то, вот водолазы, что конкретно они там делают? Да, что конкретно делают? Обстоятельства, чтобы так обрисую немножко в словах, чтобы было понятно и радиослушателям, кто сейчас слышит. Он находится высоко в горах, вот этот накопительный резервуар бетонный. Соответственно, там и образуются и камнепады в том числе. И когда большой булыжник, огромный, там несколько тонн летит и бьет на ее крышку, он ее пробивает, как будто пробила бомба. Я не знаю, увидели или нет, там в нескольких местах продырявлено, вот как будто попались снаряды настоящие. Вот во время войны какие были снаряды, вот так пробито, и оно сейчас совершенно открытым способом. И это еще плюс, не дай бог, какое-то животное туда упадет, мы и знать не будем. Оно будет там плавать и гнить, и эту воду будет потреблять, и мы будем понятия не иметь. Там постоянно находятся люди, а вдруг не увидят. Вот такие разбитые, и плюс еще сам каплаж, накопитель, он тоже треснул. Он треснул, у него снизу большая часть воды выливается в реку, хотя она должна собираться в накопитель и попадать в трубу, в сетевую, которая будет доставлять воду в район. Но он даже в трубу не попадает, а вытекает снизу. Еще и снизу пробитие произошло. Это уже от времени. Он не ремонтировался как минимум лет 60. Как минимум лет 60. Никакого ремонта там никогда не было. А как защитить от камнепада? Это же делается технология не забор, а трасса. Обыкновенные трасса натягиваются. Даже мы сейчас, когда там были, они говорят: будьте осторожны, висит камень, мы его цепями привязали, чтобы он не рухнул. Где был премьер-министр, стал беспокоиться о службе безопасности. Делается технология несложная, небольшая. Обыкновенные металлические стальные тросы натягиваются в ряд, как колючая проволока. Вот как дома мы делаем участок, вот таким же вариантом, только вот этими тросами защищается верхняя часть. Бок и низ не нужен, только верхняя часть, откуда могут лететь большие булыжники.
Это Там делается. они со скоростью, то есть они выдерживают, да? Конечно, да, она уже удар смягчает, а дальше уже, она же бетонная крышка, она выдерживает. Но когда никаких помех нет, оно летит просто как снаряд летит. Мгм. Ну На- и как водолазы справляются со своей задачей? Да, Ведь же водолазы. там же нужно выгрести, вытащить вот эти вот крупные обломки, да, И скальные и это так есть, далее. да. И помимо этих булыжников, что разбивает, еще есть и мелкие, которые еще и несет, соответственно, и вода что-то несет, и там внутри осыпается. Там около 1,5 метра вот ненужного насыпи тоже уменьшает резервуар. Но сейчас мы это очистим, у нас трещины, которые пропускают воду, станут еще больше. И потому это очень необходимо. Ну, первоочередное это вода. Любой, где люди живут, если ты их обеспечил водой, постоянной энергетиком, светом, безопасно решил, люди развиваются сами. Вот надо хотя бы вот тот минимум необходимый, чтобы в районе был. Что касается еще инфраструктуры, что важно предпринять для того, чтобы вся эта система потом нормально работала? Ой, Сейчас я говорю непосредственно пока водохранилище, Да. потом подойдем к сетям, мы знаем, Да, что по это водохранилищу сложная вот проблема. самое главное, там вот это водозабор делать так, чтобы вода хотя бы накапливалась. А у нас Абхазия снабжена водой, да, у нас там и дожди хорошо, у нас и субтропики, но и даже с теми утечками все равно воды в накопителе хватало. Но в летний сезон, когда вот лето такое жаркое, тогда он практически опустошается, и у нас неделями может не быть воды. Мы сделали про запас бывшие скважины, реанимировали. Такую работу мы провели. И в нижней зоне есть еще скважины, которые были начаты работы при Тимуре Хохутовиче Надарая. Тогда он начинал, работы были не закончены. Мы дозавершили, у нас еще есть такая вода. Ну, там тоже дебит воды. Там же не накопительный, там что насосы, какой дебит. Ну, немного оно нам тоже перекрывает. Но этот ремонт нам необходим. Если вы мне задаете вопрос по сетевым, могу сказать. Сейчас просто хотела спросить, вернее напомнить, что в феврале была такая крупная, и потом попозже были крупные аварии на водопроводе в городе Галь, когда действительно по несколько дней жители были без воды, и шли Крупная была. ремонтные работы и так далее. Вот, это действительно очень Это был крупный серьезная прорыв. проблема. Да. Как долго вообще эта проблема существует, и когда конкретно вот стало прям тяжело с ней справляться? Да, я понял ваш вопрос. Проблема водоснабжения в Гальском районе вообще стоит остро. Мы сейчас что снабжаем, даже при том ремонте водозабора, при том накоплении воды, обеспечивании там всего района, в этом речь не может идти, пока обеспечим город, ближайшее село, часть села Махунджия, часть села Шашиквара. В Гале 18 сел. Все остальные 16 сел вообще нет водопроводной сети. Она, конечно, раньше была, были водонапорные вышки, накапливалась туда за ночь. По днем люди пользуются, в каждом селе вышки остались. Бетонные вышки для воды, куда скапливалось. Это все осталось. Но там нигде нет сети. Вообще ни в одном, вот в тех То остальных есть селах. просто не было проложено никогда? Никак не было. Просто Конечно, пришла было. негодность. Конечно, было, но война, разруха, плохое хозяйствование, все остальное привело к тому, что сетей водопроводных во всех остальных селах просто нет. Ну, сейчас, люди делали, у кого-то скважины, у кого-то колодцы. При школах мы бурим скважины, чтобы школы имели, в детских садах, где нет тоже скважины. Вот скважинами выходим из положения. Это уже небольшой дебит, но пока хватает. Когда совсем засуха, то тогда пожарные службы, есть специальная там машина-водовоз такой для питьевой, вот так развозят воду, наполняют баки, вот так вот выходим из положения. Сетевая проблема очень серьезная. Ежедневно, погорячился, раз в 2-3 дня в любом случае какой-то водопроводный прорыв. Даже так, да? Какой-то в любом случае. И вот все ресурсы, силы, и это латание дыр. Это просто латань. Тут сделаешь, там прорвет. Там делаешь, там прорвет. Напор создашь, прорвет в другом месте. И вот надо как-то... Сильный напор тоже не можем создавать. А вот, кстати, водохранилище, когда будет приведено в порядок, и там будет накапливаться вода, наверняка увеличится напор. И что будет с сетями? Что предполагаете? Сейчас что происходит? Когда у нас сезон дождей, все равно даже с потерями в реку, потерями в трещину, все равно там таким запасом прочности был, что воды хватало. И, напор это у нас самотек, там не насосы качают, там самотеком идет, там нигде насосы практически не стоят, просто на заслонках
где-то когда прорыв. Но что проблема? Если какой-то глобальный прорыв, приходится останавливать всю сеть, потому что нету на участках, нету перемычек закрывающих, заслонок нету. Ну, где-то, если вот в Сухуми, например, часть города без света, они заслонку перекрывают и ремонтируют ту часть города, то в Гале такой возможности нет. Надо вообще все останавливать, весь водовод, чтобы трубы осушить, отремонтировать, потом запускает. Это тоже полдня накапливается. Но вот эти проблемы реально существуют. Ну, это действительно серьезная проблема. Как вы планируете ее решать? Понятно, что это не один район будет с этой, скажем так, напастью, с этими проблемами справляться. Что планируется в этом отношении? Сейчас просить государство, чтобы помогло отремонтировать саму сеть. Сеть 12 километров. Лежит две трубы диаметром 500 и 700. 12 километров. Нешуточные средства. Это включает те села, где вообще не... Это вообще довести воду от Реченского водохранилища до Гальского района. Это же Клачальский район. В горах Клачальского района находится наш водозабор. Он балансовый администрации. Я что сделал, когда пришел, дабы иметь возможность, я его взял на баланс. То есть оценочная компания согласовала с главой Творчала, выехала комиссия, оценили, взяли на баланс для того, чтобы уже мы могли какие-то средства туда направлять, хотя бы те небольшие, которые у нас иногда появляются. И вот эта вся сеть, ее ремонтировать очень тяжело. Я прошу иногда и часто Ингургэс. Ингургэс все-таки ресурсная компания, и очень часто помогает. Будучи у меня заместителем Даур Вадимовичем Кове, мы провели переговоры с Ингургэсом. Ингургэс пообещал, что постарается изыскать средства для оказания помощи для ремонта водовода. Это не его функционал, но они помогают, потому что у самого Ингургэса есть всякого рода службы. Они и МЧС у них есть, и медпункт есть, и жилищное хозяйство у них есть, и, соответственно, такие службы. Ну вот ищу или инвестора, будем стараться привлекать средства. Может, инвесторы помогут. Но сейчас я понимаю, что 200 миллионов навряд ли это произойдет. Но хотя бы пока накопительный, чтобы мы уже понимали, что вода есть и работать можно уже. Ну, вот это самый главный вопрос. То есть пока на республиканские власти вы не рассчитываете в плане ремонта? На плане ремонта сетевых нет. Но в плане ремонта может быть, стоило бы хотя бы в инвестпрограмму это все включать? Да, я потому что это дело касается жителей, Конечно, и это проект, который на десятилетия будет работать и дальше. Конечно, это необходимо. Да. Это необходимо. Обещал премьер-министр, что именно сам водовод пока сделаем, а к сетям будем возвращаться потом. Давайте пока сейчас. Ресурсы у государства небольшие, но попробуем это. Сделаем потом. И сейчас я, как говорится, обращусь с такими предложениями, чтобы сделать и то, это большие средства. Я понимаю, как работает государство, какие сложности у государства, и маловероятно. Но частично нам будут помогать. Сделаем водозабор, а потом обязательно обращусь уже за сетью. Пока не хочу сильно напрягать. Хотелось бы узнать, на устранение одной аварии сколько средств тратят местный бюджет? В зависимости от самой трубы, это или 200, или 350, или 500. Бывают прорывы на трубе. Есть еще труба напорная, она диаметром 1,20 м. Смотрите, 120 сантиметров, огромная. Она когда-то питала из Гальского водохранилища воду в Зугдитский район на бумажно-сулитный комбинат. Когда-то был такой проект. Это было в годах 80-х, может и раньше. Но что получилось? Когда из Гальского водохранилища вода попала в Зугдите на бумажный комбинат, потом возвращалась опять в Гальский район и снималась канал. Оно очень загрязняло экологию, канал и море. Этот проект был закрыт еще до военных действий, а потом вообще труба была обрезана по руслу реку Ингур. Но труба напорная, и люди подключились к ней и пользуются на огороды. Она не питьевая, но для хозяйства она подходит, она озерная вода. Плюс еще эта вода прорывает. Она же тоже имеет большие прорывы, она напорная. И тогда уже ресурсы, где-то остаются старые трубы, которые ранее были там вырезаны, часть осталась. Изымаем с одного места, лепим на другое. Вот такой текучка. Конечно, хозяин должен не так делать, но мы очень стеснены в средствах.
Потому Я расходы несем. Я почему задала этот вопрос? Вот если наши экономисты посчитают, сколько, допустим, тратят на устранение вот аварий на сетях, которые происходят 3-4 раза в неделю. Баснословные средства Да, это туда должны уходить. Должны. да, Ну, что мы делаем? Трубу нам кто-то изыскиваете, помог, да. да, трубу кто-то там имел, помог. Трактор дали, помогли безвозмездно. Солярку тоже немножко помогли. Рабочие, понимая, что это для района, почти не берут средств. Вот так вот идем. Если за это оплачивать, я даже никаких бюджетов Гальского района за несколько лет даже вместе может не хватить. Ну, делаем средства, потому что в Гальском районе немножко другое отношение межведомственное. Там взаимопомощь другая, там вот все службы мы собираемся, даже не относящиеся к администрации. Просто все ведомства, находящиеся в Галле, от таможни, начиная до служб, мы все там другу помогаем. И вот эта взаимопомощь дает возможность не тратить средства, и нет возможности тратить. Потому мы не получаем качества. Константин Эдуардович, уже решено, что будет ремонтироваться, и уже приступили к ремонту водохранилища. Мне интересно, уже выделены какие-то определенные средства? Пока нет. Премьер-министр поручил сделать дефектный акт, съемку подводную. Буквально вчера ее завершили, сегодня они с утра со мной согласовали, в каком формате должен быть дефектный акт. Я им объяснил, в формате альбома, с приложением фотографий туда, каждое место, чтобы каждое место прорыва или облома, или что там произошло, или трещины, на каждый дефектный акт приложением фотографии. Сейчас готовится документ такой серьезный, и будем отправлять в правительство, потом ждем. Я Владимир Валерьевича знаю давно, знаю, когда он говорит, он держит слово. И Урхар, если он скажет, он это сделает. Вот если он не сказал, то всякие варианты. Но если он сказал, я постараюсь, то это гарантия, что он поможет. А уже есть какой-то... Вот что в этом документе включено, кроме вот этого камнепада? Они ныряли вчера, водолазная служба. Что показал анализ? Эти кадры я имел еще и ранее, потому что я уже по своей инициативе просил водолазную службу опуститься, чтобы для самому понимать. Это кадры я имел. Но сейчас мы получили официальную задачу, создана рабочая комиссия, вот они вчера ныряли, и съемки все завершили, сейчас готовят дефектный акт. У нас 2-3 дня для подачи его правительству. Это, да, вы уже говорили, да. Пришлось повториться. А что вы имели в виду? Я имела в виду еще какие-то детали, какие еще повреждения, какие еще работы необходимо проводить? Это комплекс, я сейчас вам объясняю, и кажется, что это одно сооружение. Там не одно, там комплекс сооружений, один накопитель, потом вода проходит в другое место, там ее немножко хлорируем, там подвешивает, там она капает, там трещина на самом в сборе весь посыпанный, он просто не обслуживался. Единственное, что мы там постоянно держим людей, рядом живущих, они работают в этом месте, кстати, сторожей, и регулируют. Когда надо перекрыть, они перекрывают там от снабжения. Там очень много пробитий, разломов. Любое сооружение надо... Даже дома живешь в квартире 10 лет, 15 лет, приходится делать ремонт, когда ты не на природе, ты внутри квартиры. А это на природе и среда агрессивная, и камнепады, и это все на таком склоне, прямо настоящий склон. Вот когда премьер-министр приезжал, мы отдельно дорогу пробивали, чтобы попасть на само сооружение. По нему не подымешься, оно очень вертикально построено, как вертикальная лестница. Но это же тоже как бы инфраструктура. Это все инфраструктура, это и все. Более того, там еще туда не подходит электричество. Вообще на водозабор не идет электричество, надо еще ставить. Очень глухие места, я бы сказала. Там глухие места, чтобы провести до электричества, надо 150 столбов, по-моему, все. Короче, где-то 1,5-2 километра, 1,5 километра нужно провести электричество, чтобы хотя бы там был свет, там все такое, все примитивно, все вручную. Что касается непосредственно территории, по-моему, об этом тоже была речь, что как-то территорию вокруг, вы имели в виду вот эти доступ, да, к этому месту? Территория, я имел в виду, от камнепада надо защититься, а сама территория огорожена, там ворота стоят, и люди там постоянно. Чем отличается еще Гальский район? Одно из плюсов.
люди очень дисциплинированы. Вот, казалось бы, в горах находится как бы, ну, постоянно, вот я куда ни приезжаю, всегда люди, всегда, или сторож, если он сторож, то он там. Мгм. И независимо от времени, нет такого там, срочно надо было куда-то поехать или нет, там очень народ дисциплинированный. Мгм. Тому за это мы не переживаем. Сейчас что происходит вот конкретно в районе или, допустим, пусть только в городе? Есть ли места, где жители находятся сейчас без воды? Ну, как-то человек все равно находит возможности, и колодцы роют, и скважины Мгм. делают так всем, чтобы не было воды, вот никакой, Мгм. такого Ну вот, нет. кстати говоря, когда мы говорили с экологами по поводу скважин, понятно, что вот в условиях там отдаленных сел и так далее, это может быть единственный выход, а с другой стороны, они Это говорят, тоже что рознь. уровень вот подземных вод, он опускается из-за того, что натыкано в И они землю вот эти, да, разные. Где-то да. буря, тратя Чем... средства, можешь получить воду хорошую Мгм. для питья, а можешь получить ту, которую пить нельзя. Она или будет или Даже так, да. сероводородом отдавать, да и такое Ага. было. Или Мгм. будет брить, или вообще получится, что там и не вода будет, а что-нибудь другое. Потому что такие случаи были, вот А что когда могло быть? чтобы обурили Нефть? не, газ. Газ, Газ да. пошел, да, это Да. правда. Мгм. Когда строили военную базу, там же тоже воды нету, в селе Пчара, бывшая Печора. И бурили. И пробурив, там за 200 метров зашли, и пошел газ. Пришлось сворачиваться, консервировать, идти на другое место. Ну, не Мгм. всегда можешь нарваться, иногда на воду, иногда нет. Ну да, Это экологи не очень приветствуют этот и метод, да, потому и это не что, очень любят. Совершенно. да, Экологи не очень любят, да. да, Совершенно. потому что действительно Очень вода сложно уходит дается глубже, и разрешение. это плохо, да. Да, отражается потом на всей экологии, конечно. Э, Ну, Вообще, понятно, водохранилище вы... по самому УГХ хотите поговорю. Вот я вам Да, скажу, да. я понимаю ваши вопросы. Сейчас, если раз вода, значит и все остальное. Очень сложно обстоят дела с мусором. На этом же совещании я попросил главу администрации, чтобы им помогли нам приобрести 2 машины-мусоровозы. Обыкновенные контейнеровозы, что опустошают евроконтейнеры. У нас одна такая машина, ей даже не знаю сколько лет, она там боком ходит, она вся такая разбитая. Приобрести возможности из бюджета нет. Я обращался ко всем главам администрации. У кого-то есть, может быть, запас. Ну, меня пригласил Юрий Львович, у них хороший бюджет, они молодцы. И вот какие-то запчасти Это Гагарский район. позаимствовать. Гагарский район, да, Мгм. наши поехали, но для себя мы там ничего выбрать не могли. И тогда я озвучил это президенту, чтобы он записал, что 2 машины. Плюс еще я стараюсь, сейчас мне надо наполнить управление городского хозяйства техникой. Рабочая сила есть, люди есть, души и сердца есть, которые заинтересованы в помощи. Ну, не хватает у нас финансовых средств. Обращаюсь к частным компаниям, у тем, кому выдается земля, там, по-доброму, без давления, по-доброму. Если у вас есть возможность, я говорю, если вы можете, помогите нам, пожалуйста, вот там какую-то социалку, там, приглашаю на совещание, не один разговариваю. Ну, такие обещания тоже имею. Я, ну, думаю, нам помогут. Нам помогут. Еще и частники. Ну, это добрая воля. Смогут, не смогут, видно. Но на этот раз президент сказал, что 2 машины, хотя бы он записал, «Газель» Next, пообещал, что нам поможет. Вы сказали, что серьезная проблема с вывозом мусора именно из-за нехватки техники? И с города на мусорную свалку. Из-за нехватки. Там всего 2 машины. Одна для маленького контейнера, одна для большого 15-куб. Типа Исудза, вы знаете, большие желтые, оранжевые контейнеры 15-кубовые. Вот хотя бы одну такую, еще бы иметь, свеженькие, даже новые не надо, мы аккуратные. Нам бы хватило бы. Ну вот сейчас самое главное вот это. И сейчас какие-то дополнительные средства, если мне налоговая еще принесет, если государство не сможет оказать содействие, ну, буду сам пытаться как-то урезать бюджет, чтобы хотя бы это приобрести. Плох тот руководитель, который приходит в руководство и говорит, дайте мне это, дайте мне то, или помогите мне это решить. Сам руководитель должен искать средства, сам находить. Как я говорил Аслану Георгиевичу, мы сами тонем, сами выплываем, стараемся не приносить проблемы с района и особо не беспокоить, выходим сами. Но уже наши ресурсы исчерпались. На этот раз и Батыр Завич нам пообещал. Мгм. Что касается еще городского хозяйства, какие тонкие места и что решается в положительном ключе для жителей? В положительном ключе у нас там новая команда, как говорится, да, Интересно. новая метла, да, свежая метла, и так кинулись в это хозяйство.
И нам нравится, как они в районе, как они работают. Ну, чистоту всегда в районе поддерживали. Вы все проезжали, знаете. Ну, как она давалась, какими средствами. Сейчас новая команда, приглашены новые специалисты, и заместителем взят такой очень... Он сам по себе, у него строительная фирма, и сам обладает строительной техникой. Ну, я тоже, будь не промах, взял, пригласил на работу и используем его частную технику. Ну, коммунальная служба, это в любом случае ряд проблем. Единственное, чем коммунальная служба не занимается, это подача электроэнергии, вот только, а все остальное, вплоть до освещения, все на коммунальной службе. И в любом случае, еще и люди в городе чисто не особо, потому что вот такая вот служба, прямо молодцы. Молодцы, ладно. Люди не ссорят. Мусор не приходит с осадками, это все делает население. Если население неряшливо разбрасывается в городе, хоть 100 человек держи, у тебя всегда будет грязно. Ну, уберешься, через час будет то же самое. Когда люди не ссорят, когда у тебя поддерживают чистоту, когда любят, понимают, у тебя в городе чище, меньшими ресурсами. Ну, городскую службу ГУХа надо снабжать. Конечно. Ну, было очень интересно ознакомиться с деталями того, как будет восстанавливаться водохранилище. Продолжим разговор, когда будет уже финансирование, когда будет все расписано поэтапно. Вот. И, конечно, желаем приводить сеть в порядок, там, не знаю, любыми возможными способами, потому что для жителей это очень важно. Благодарю вас за интервью. Я напомню, что у нас в студии был глава администрации Галского района Константин Пилия. Мы говорили о состоянии водопроводных коммуникаций в Галском районе и работах по их модернизации. Да, я тоже хочу поблагодарить и поблагодарить «Спутник». Когда обычно «Спутник» поднимает тему, то вопрос решается. Надеюсь, сейчас тоже получится. Удачи вам.